Граждане, вы знаете, что на протяжении 4 дней была очень сложная общественно-политическая ситуация в стране, и представители оппозиции, и представители власти, и президент прикладывали максимум усилий для выхода из сложившейся ситуации. Сегодня по инициативе парламента была организована встреча сторон прямая. Вы знаете, на протяжении прошедших дней парламент выполнял посредническую функцию между руководством Республики Абхазия и оппозиционными силами. Сегодня мы решили перейти к формату прямых переговоров. Шли долгие переговоры, и нам удалось прийти к консенсусу. Собственно, со стороны президента Республики Абхазия присутствовали 3 делегата во главе с Бадыром Зурабовичем Гумба, со стороны оппозиционных сил 3 лидеров организации, лидеров оппозиции. Передадим им слово для того, чтобы они прокомментировали те договоренности, которых нам удалось достигнуть. Хочу в завершении сказать, что благодарен участникам встречи, президенту Республики Абхазия за то, что делегировал свою делегацию, представителям оппозиции за конструктивную позицию, которую сегодня удалось нам, добиться в рамках нашего переговорного процесса. Спасибо вам. Пожалуйста, слово вам. Уважаемые коллеги, вы, как уже знаете, в целях сохранения стабильности мира президент принял решение подать в отставку. Это стало результатом долгих переговоров. Переговоры шли более 9 часов. Самое главное нам оставаться после правового поля и, учитывая все эти факторы, было принято это решение. Сегодня мы можем сказать, что ситуация разряжается, и я уверен, что все наши усилия, направленные на стабилизацию ситуации, достигли своей цели. Уважаемые журналисты, будем считать, что очередной политический кризис находится позади. Здесь нужно сказать слова благодарности в адрес всех участников переговорного процесса. И, конечно, поблагодарить всех небезразличных граждан, которые все эти дни стояли у здания администрации президента, парламента. Это воля, которую они выразили, это воля нашего народа, она сегодня реализована. Конечно, никто из здесь присутствующих моих коллег не хотел такого разрешения событий, то есть острой фазы политического противостояния. Но, к счастью, нам удалось прийти к консенсусу, который, на наш взгляд, и мы на это надеемся, рассчитываем, стабилизирует политическую ситуацию в первую очередь. И мы вернулись в правовое поле. Мы будем действовать в рамках Конституции. И те договоренности, которые сегодня достигнуты, мы рассчитываем, что они будут до конца реализованы. Все это сделано во имя нашего народа и нашего будущего. Спасибо большое. Yaprak social itchab, absolutely rudisna halut, taglazaasha, yaksha, dar you davis taglazaasha, absbar amlaqwa, asgir amlaqwa bas hakhasas, we usdu pahzatan, hajlar, abrina khatski, shta yazikni alo, anshiha, وبريزة تجوز شواها حموة عن شيها تبرياش تخيس فسيس تفو أبراقا أجباز باز زيجي توب حراس فستفو أباز
Ачхара Пшна, Псна Бзебра Пшна, Хмепгара. И того пришествовал. Я поблагодарил всех, кто проявил выдержку, и мы прошли очень сложный этап нашей истории очередной. И самое главное, что без серьезных эксцессов это все прошло, мы проявили свое все-таки гражданское мужество всех. И я в дальнейшем также, наверное, пожелал бы всем братьям и сестрам нашим, чтобы мы также такие сложные моменты проживали, чтобы мы единый народ, и у нас не должно быть дальше каких-то эксцессов. Ну, очередной раз народ Абхазии показал свою политическую зрелость, при всем при том, что порой мы всегда на грани такой, знаете, фола идем. Но в нужный момент в нашей маленькой Абхазии появляются периодически люди, которые находят выход из положения. И такими людьми я считаю и лидеров оппозиции, и депутатов парламента, нашего Узаевича, ребят, которые сегодня были делегированы от уже экс-президента, скажем, Бадра Зурабовича, Давида Чичевича, Мухтара Михайловича. И вообще, конечно, таких сложных переговоров в последнее время, наверное, не было. Но разум взял верх над тем, что происходило все эти 4 тяжелых дня для нашей республики. И слава Богу, все разрешилось. Я думаю, что с этого дня все должно обнулиться, и мы начнем строить нашу молодую страну, я думаю, в более правильных понимании этого слова, в конституционном поле, правовом поле. Я думаю, что все вместе народ Абхазии может сплотиться и построить великолепную, процветающую страну. Я вас всех поздравляю.